Причем сразу оговорюсь о том, что очень стыдно. На татарском языке свободно мысли излагать не можем. Словарный запас утрачивается с каждым годом, наверное. Вот. По поводу всего сказанного Ильясом Гумеровичем. Наверное, начну по порядку. Начну с съезда. Основной вопрос, который здесь обсуждался. Вот, я считаю, что этот съезд обходим, но здесь, с точки зрения моей, необходимо все это корректно преподнести. Не надо с трибуны кричать о том, что нам вот это надо, а вы нам не даете. Потому что, как Джамиль Абы сказал, это только негатив со стороны властей проявит, и ничем хорошим не обернется. А провести его с точки зрения, что мы собрались и определили свои важные проблемы, а потом, когда пошли к властям, сказали, вот у нас есть потребность в том-то, они нам задают вопрос, откуда такая потребность? Может, вы все это выдумываете, деньги хотите с нас выкачать, да? Вот там можем сказать, нет, вот у нас был съезд, собрание, не знаю, форум и так далее, и так далее. Собралось там 5000 татар, и на самом деле этот вопрос актуален для нашего народа. Наверное, вот в таком формате все-таки что-то стоит провести. Вот, по поводу благотворительной деятельности. Касательно моей семьи, хочу всех поблагодарить, всех людей. Здесь есть в зале присутствующие люди, которые кто-то даже многократно помогал, кто-то большими суммами, кто-то меньшими суммами, кто-то просто добрым словом. Вот. Зургна рахмат сізге, ең зур рахматлар меннен, гаилемнен, этимнен, инемнен. Вот. Вообще, тема благотворительности, говорю же, когда нет проблем, ни о чем не задумываешься. Вот, когда проблемы возникают, начинаешь и задумываться, и начинаешь других людей замечать, у которых, оказывается, такие же проблемы есть, которые нуждаются в том или ином. Вот, оказывается, это вопрос актуальный. Только вот за время того сбора, который мы осуществляем на реабилитацию братишки, я познакомился с несколькими семьями, в частности с татарскими, которые также нуждаются в той или иной помощи, не только материальной. Вот. На самом деле создание благотворительного фонда – это актуальный вопрос. Я считаю, что если все будет хорошо и он будет создан и будет действовать, то будет, конечно, здорово. Опять-таки, национализировать его не надо. Мы буквально на днях только с Ильясом Гумеровичем разговаривали об этом. Фонд должен быть, так скажем, в кавычках, многонациональный, наверное, чтобы и деньги туда стекались, и помогали не только татарам, замкнувшись только на татарах. У нас не такое большое количество, чтобы эти вот деньги консолидировать только с татар в одном фонде. Вот, поэтому Зурун Ушварсиге Лиман, Ильяс Гумерович вышел, по-моему. Вот, будем ждать, когда будет этот фонд. Вот, Аллах Ляся, надеюсь, этот фонд многим поможет. По поводу молодежи, отдельный разговор. Тоже возвращаясь к словам Ильяса Абы. Сейчас пару лет, одни уже ушли, наши старшие руководители. Вот, кто-то уже сейчас говорит, то, что собирается уходить. Вот, на самом деле вопрос актуальный, и здесь, наверное, все-таки надо начать работу, не ограничиваться проведением примитивных мероприятий, но необходимых. Я не говорю, что они не нужны мероприятия, просто с точки зрения вообще молодежной политики, наверное, они носят не столь достаточный и столь важный уровень. Да, вечер поэзии прекрасно, да, другие мероприятия хорошо, да, какие-то татарские собираемся дискотеки проводить, проводим, молодежь на них пьет, пытаемся провести безалкогольную, молодежь не приходит, а потом ругается, почему безалкогольную провели. То есть вопросов много, здесь немного надо шире мыслить, и надо как-то более целенаправленно работать в этом направлении. Здесь я вижу вот, молодежь активную во главе вот, с Ильнуром, правильно? Дуслар Клаб. Есть еще группы молодежи, которые в той или иной мере пытаются какие-то мероприятия проводить, то есть не зацикливаются только на проведении дискотек. То есть много мероприятий проходит, о них, даже вот те, кто здесь присутствует, о них вы не знаете. Я считаю, то, что надо все-таки, наверное, собраться, апаларга, вот кто старше нас, и как-то определиться, как наладить работу с молодежью. Потому что сейчас в автономии областной сменилось руководство, с ними тоже диалог еще не налажен по поводу того, как будет выглядеть молодежь в составе автономии при новом руководстве. Вот, хотя при старом руководстве, в принципе, уже работа была налажена. Вот. При Тугантель, другие молодежные инициативные группы, которые, вот, ребята, я здесь вижу, как они будут работать, почему они должны быть сами по себе, почему им не должны оказывать помощь, опять-таки говорю, не только материальную. По поводу татарского центра сейчас вот в голову приходит мысль. Ильяс Абы сказал, что мы даже возможности ДДН
используем не настолько, насколько могли бы использовать. Согласен, но если на практике здесь что-то собираться проводить, то день не тот, то время не то наши друзья-казахи заняли, то еще кто-то и так далее. На самом деле много вопросов возникает. Вот. В Москве был единожды по делам татарским, по молодежным. У них есть, сейчас ошибусь, по-моему, дом Асадуллаева, правильно, да. Так называемый татарский центр. Трехэтажное строение. Он в себя включает и танцевальные залы, и конференц-залы, и просто для занятий какими-то кружками. Вот замечательное место, молодежь собирается. Я, конечно, понимаю, что там политика другая, там молодежь в основном приезжие, они как-то пытаются землячество организовывать, у них есть стимул туда приходить, и там, может быть, больше народу собирается, чем нежели их соберется в Самаре, потому что у нас такой потребности, как в Москве, в принципе, нету. Вот. Но, как, наверное, цель в будущем, все-таки надо тоже обратить внимание вот на создание этого татарского центра. И стремиться к тому, чтобы у нас был свой очаг, где мы сможем собираться и без проблем все делать. Не забивать проектор на свободное время, а проводить эти презентации в то время, когда нам нужно, а не когда нам говорят, возможно. Вот. Поэтому спасибо, Рахмат Сидели Асмирович, за слово предоставлено.